Двери центрального офиса Татфонбанка хлопают с незавидной периодичностью. С утра клиенты подают заявление для включения в реестр кредиторов. Эта процедура бесплатна, но некоторые юркомпании все же пытаются на этом заработать. В интернете, да, пестрят, это полно, там в Яндексе, там, во всех сайтах, то есть, все это есть. Можно самому сделать, там, ничего такого сложного нет. Все есть, вся информация есть. Информация доступна. Перечень документов есть на сайтах АСВ и Совета по предпринимательству. А если юридическая помощь все же нужна, то получить ее можно в торгово-промышленной палате Татарстана. Опять-таки бесплатно. При этом создавать ажиотаж с подачей заявления не стоит. Время есть. Реестр начал только формироваться, он будет продолжать формироваться еще в течение срока рассмотрения заявления о банкротстве, которое было направлено на прошлой неделе. И далее, только после введения конкурсного производства, назначения конкурсного управляющего, еще минимум 60 дней он будет формироваться. То есть сейчас у нас, я думаю, что в запасе месяца 3 точно есть. Заявление продолжает принимать и прокуратура. За помощью в эту структуру обратились почти 200 вкладчиков Татфонбанка. Преимущественно претензии к ТФБ «Финанс». По результатам прокурорских проверок в суды Татарстана уже направлено 24 иска. Начали поступать обращения и от клиентов Тимирбанка. Сегодня же стало известно, что Центробанк, скорее всего, больше не будет санировать банки до принятия специального закона. Сейчас Банк России настаивает на том, чтобы в законодательстве появился новый правовой акт о фонде консолидации банковского сектора, так как ЦБ более не готов выделять на спасение банков льготные кредиты на долгие сроки. Александра Севастьянова, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.